Привет! Я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект партала Тутбай і хаты з краю. Сёння я прыехаў у госці да Сергея, якому пры вводзе вось гэтага дому в эксплуатацыю у выканкаме сказалі: плаці $7,500 за тое, што мы падвялі інфраструктуру да тваёй хаты. Але ён плаціць не стаў, а звярнуўся ў суд і змог даказаць, што мае рацыю. Все началось просто с реализации белорусской мечты, своего домика, убежища, чтобы уезжать с минской суеты отдыхать. Решили начать строиться, гуглили, смотрели информацию, выбрали участок на аукционе, писали у них прямо перед аукционом всю информацию: расскажите, за что мы будем платить, что, куда. Все нам рассказали, купили участок, построили домик, решили вводить в эксплуатацию. И вот нам сказали, что есть такое постановление, надо будет заплатить, иначе не введут. Нам дали постановление, мы посмотрели, перемножили на наше техническое условие по электричеству, выходит 15 тысяч. Ну и здесь стал вопрос платить или разбираться. Ну, естественно, любой здравый человек понимает, что тебе должны были про это сказать. Тебе про это не сказали, естественно, я понимаю, что сделку можно признавать недействительной. Но уже когда стоит дом, и дальше началось полторы недели изучения документов, фактически, этих всех постановлений. Первые переписки с госорганами, когда я уже понял, что мы более чем правы, что они абсолютно не правы, после этого и пошел и пост на Facebook, который в итоге Тутбай, спасибо им, тегнул, они сделали большую публикацию. С этого, наверное, вся эта медийная слава нашего домика и началась. Было решение суда, мы через суд пошли это специально, мы ввели дом в эксплуатацию. У нас есть ответ, что мы не должны платить, и стоимость вот этой всей коммуникации, инфраструктуры включена была в кадастровую стоимость. Это наш личный результат. По факту, по нашему сценарию, много людей обращается. 2 суда было, тоже люди ввели по решению суда, и 2 во внесудебном порядке тоже получили ответы, действовал по такому же алгоритму, то есть люди вводятся. Чиновничий результат, они всячески пытаются отмолчаться, сделать вид, что нету проблемы, хотя на самом деле это постановление, я вообще не, честно говорю, как человек, пусть не мега-юрист, но я могу сказать, что это постановление нужно просто отменять, потому что можно привести кучу примеров, когда оно не сработает. Банально, наш дом. Из всей инфраструктуры у нас только электричество. Я мог построить полностью автономный дом и никогда не пользоваться электричеством. Почему я должен за это заплатить? В 2014 году сделали это постановление. Соответственно, в 2014 году должны были быть уже коэффициенты для расчета этой стоимости. В районах они начали появляться в 2018 только году. То есть 4 года их не было, людям даже не могли сказать, как с них вообще что-то изыскать. Вообще, почему нужно платить? Мы платим налоги, за которые государство строит инфраструктуру. По указу президента деньги, вырученные с аукционов по продаже, должны идти на строительство инфраструктуры. Электросети же тоже спонсируются за счет чего-то, то есть строятся. Как минимум 3 раза платить за одно и то же, это точно не здравый смысл. Да, это определенная лотерея, но если тогда решили поиграть с государством в эту лотерею, с первого дня вступать в переписку и делать запрос у чиновников. То есть алгоритм такой: сразу пишется запрос, включены ли затраты на инфраструктуру, строительство и проектирование в стоимость кадастровую, стоимость участка. Если они пишут, что окей, включены, то, соответственно, вы ничего не должны компенсировать. Такое разъяснение нами получено. Если они говорят, что не включены, тут же пишется к ним обращение о том, что почему не включены, ведь Минстрой архитектуры дал разъяснение о том, что эти затраты должны быть включены. А в случае, если не включили, тогда нам идти в суд. Зачем нам идти в суд? Потом давайте решать этот вопрос. И вплоть до того, что стопит. Но ситуация такова, что на самом деле все эти разъяснения для наших чиновников, это как с гуся вода. Вы должны понимать, что ситуация такова, что либо у вас будут бумаги, которые подтверждают, что вы не должны платить, и вы не заплатите, либо система будет делать все, чтобы взять эти деньги с вас, потому что просто нужны очень деньги. То, что считает государство, что должны платить, это их проблемы. То есть все, кто купил до 2018 года, до момента, когда исполкомы начали принимать свои решения с указанием стоимости,
Я более чем уверен, что в судебном порядке докажут, что они не должны ничего платить. Там, условно говоря, останется с августа по август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В декабре мы уже сделали большую публикацию, то есть 5 месяцев, то есть фактически может быть там не такое же большое количество людей, которые в более-менее безнадежной ситуации. Все перед началом аукциона подписывают соглашение, где указаны обязанности сторон. В нашем случае не было ни слова про 298 постановление, что мы должны платить. Разговаривая с многими, кто находится в такой же ситуации, у большинства там тоже ничего не сказано. Это первый документ, который говорит о том, что так а чего, вы мне не сказали перед аукционом, что должен платить. Второй документ — это решение по самому аукциону. У нас в повестке дня этот вопрос есть. Но повестка дня, вы можете там о том, что Илон Маск на Марс летит, как бы что хотите включайте. Есть решение. Если в решении по итогу аукциона не сказано, что вы должны платить, все, вот спокойненько как бы идете. И следующий документ, третий, это разрешение на строительство. Вот у нас написано, что мы должны заключить договор на вывоз мусора, договор с местным УКСом, чтобы они там нам проект подписали, согласовали. Тоже ничего нету. И вот этот документ называется разрешительной документацией. И Минстройархитектуры вообще говорит, что если в разрешительной документации нету требования о том, что вы должны заплатить, то, соответственно, вы тоже ничего не должны платить. Но в двух документах предыдущих тоже, если ничего нету, это большой аргумент. Если они есть, то сценарий абсолютно другой. Вы говорите, ребята, так почему вы нам не рассчитали? На момент выдачи разрешительной документации они должны были людям сказать, сколько они должны заплатить и объяснить порядок. Они это физически не могли сделать, потому что начиная с августа 2018 года по всей Беларуси начали появляться решения исполкомов. При этом, даже если появилось решение исполкома, и вот вроде вам доказывают, что вы должны платить, это решение нужно оспаривать. Смысл в чем? Мы уже нашли решения исполкомов, которые по разным районам, одинаковым типом населенного пункта, там, условно говоря, деревням, насчитывают одинаковые стоимости. Хотя в постановлении сказано, что по конкретному. То есть даже само решение это можно будет оспаривать. Процедура начинается с заявления. То есть ты в любом случае должен написать заявление о вводе дома в эксплуатацию, и должна приехать комиссия. И тебе должны дать отказ. После того, как ты получил отказ, ты должен этот отказ оспорить в облсполкоме. Если облсполком в нашем случае как бы дал отказ, оспаривать его уже через суд. Вот. Ну и суды, как бы, вот реально 3 суда, которые, как бы, информация мне известна, суды становятся на сторону застройщика, потому что, ну, здравый смысл должен побеждать. Обжаловать действия чиновников — это жалоба. Одна базовая, по-моему, 25 там, с копейками рублей, если не изменяет память, стоит госпошлина. Там ничего особо доказывать не нужно. То есть ты излагаешь, приводишь свои доводы и все. То есть, ну, в принципе, это неприятно. Эмоционально это реально сложно, честно говорю. Но другого пути нет. То есть, если не пойдут люди в суды, то ситуация будет как бы вот так вот замалчиваться. Реально алгоритм действий простой. И реально, ну вот по моим личным ощущениям, у 95% людей это выигрышные дела. Потому что доказать просто. Калі у вас таксама былі або ёсць праблемы з вводам дома в эксплуатацыю, напишите вашу гісторыю ў каментарах. І подписывайтесь на канал Хату з краю, каб не пропустить новые видосы. До побачення!